На днях состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Медико-экологические аспекты адаптации и здоровья человека на Севере» в рамках 8-го национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере». Организатором выступило Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем». В конференции принял участие 81 человек. С докладами выступили исследователи научных и образовательных организаций из Якутска, Москвы, Магадана, Ангарска и Ханты-Мансийска. Из них 40% молодых ученых. На конференции были представлены 18 докладов, посвященных вопросам влияния экологических, антропогенных и медико-социальных факторов на здоровье человека северных и арктических регионов России. Были рассмотрены наиболее актуальные проблемы развития медицинской науки и здравоохранения, внедрение достижений фундаментальной науки в практическую медицину. Якутским научным центром комплексных медицинских проблем совместно с медицинским институтом Северо-Восточного федерального университета ежегодно мы проводим конференцию межрегиональную «Медико-экологические аспекты адаптации и здоровья человека на Севере» с участием ведущих ученых как Сибири, Дальнего Востока, так и Российской Федерации. Пройден немалый путь от ведомственной больницы до создания научной клиники. Эта конференция посвящена 45-летию создания научной клиники нашего центра, где проводится трансляция последних достижений медицинской науки в практическое здравоохранение. На конференции освещены фундаментальные аспекты механизмов адаптации человека на Севере, молекулярно-генетические, клинико-эпидемиологические, биохимические особенности развития экологозависимых и социально значимых заболеваний. В нашей клинике созданы такие центры, как Центр нейродегенеративных заболеваний, Центр ревматологических заболеваний, где проводится специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь населению как республики, так и на Дальнем Востоке. Ежегодно наша конференция показывает конструктивное взаимодействие как медицинской науки, так и высшего образования и практического здравоохранения, где освещаются основные моменты, последние достижения фундаментальной науки, которая оказывает влияние на совершенствование оказания медицинской помощи населению. И, пользуясь случаем, хочу поздравить наш дружный коллектив и ветеранов клиники с этим замечательным юбилеем, 45-летием создания клиники. И пожелать всем доброго здоровья, дальнейших успехов, достижений, благополучия во имя процветания нашего центра, а также сохранения и укрепления здоровья населения. Наша конференция посвящена не только юбилею клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, и она посвящена еще экологическим проблемам Севера и Арктики и проблемам здоровья населения Арктики. В нашем конгрессе должны не только участвовать врачи, медицинские работники, да, но и работники других специальностей, в том числе и экологи, и географы, да, потому что только путем совместного решения, путем совместной работы можно достичь каких-то определенных заключений, определенных выводов и определенных действий для улучшения качества жизни нашего населения. В нашей конференции участвуют не только специалисты местного здравоохранения и научных организаций, но и специалисты из других регионов Российской Федерации. Их исследовательский интерес, также проведенные ими исследования открывают для нас новые возможности для того, чтобы интегрировать нашу науку, региональную науку, да, с мировой наукой. И это очень важно для наших специалистов, которые работают в клинике Янца КМП, ну и других специалистов.
Наша клиника еще работает с научными специалистами международных научных организаций. Мы все понимаем, что наука не имеет границ. Научный центр комплексных медицинских проблем уже существует 45 лет. В истоках развития больницы, сперва больницы, научного центра стояли очень известные научные работники Республики Саха-Якутия, и их вклад в развитие больницы, науки играют важную роль сейчас, в настоящее время, и мы являемся теми людьми, которые продолжают то, что они начали, наши пионеры, наши уважаемые ветераны, и стараемся идти в ногу со временем. И я очень надеюсь, что это у нас получается. У нас еще впереди новые вызовы, поэтому работы еще много предстоит сделать. С Якутским научным центром нас связывает многолетнее сотрудничество, многолетняя дружба с коллективом. И вот одним из примеров такого сотрудничества является организация и участие в конференции «Медико-экологические аспекты адаптации человека на Севере». Мы организуем эту конференцию совместно с нашими коллегами, в течение уже, наверное, многих лет, каждый год в рамках Национального конгресса «Экология и здоровье человека на Севере». Кроме того, Якутский научный центр является нашей ведущей научной и клинической базой. Многие исследователи ЯНЦ являются преподавателями и на кафедрах медицинского института. Как раз это те люди, которые знакомят студентов, знакомят ординаторов с передовыми исследованиями, которые проводятся в фундаментальной и прикладной медицине. Сегодня студенты присутствуют. Я думаю, что они восполняют тот пробел знаний, который мы не успеваем дать, возможно, на практических занятиях, потому что со многими такими инновационными методами лечения, например, мы знакомимся на таких конференциях. Ведь врачи, которые постоянно находятся на передовой научных исследований, внедрения научных исследований, они знают намного больше, более ориентированы. И как раз студенты знакомятся с этими новыми передовыми какими-то технологиями на таких больших конференциях. Это то, что касается наших фундаментальных дисциплин. Кроме того, я хочу сказать, что клиника Якутского научного центра, доклады которых мы сегодня заслушиваем, эта клиника по-своему уже она очень уникальна, потому что именно работа этой клиники показывает то самое направление 5П в медицине, которое сейчас широко развивается. То есть медицина не просто, как раньше, пришел больной человек к участковому врачу, пролечился. Да, это рутинная такая работа. А именно работа клиники ЯНЦ показывает превентивный подход, предиктивный подход, персонализированный. Это то, чего нету в рутинной работе обычной поликлиники. Вы знаете, там и ограничено время приема пациента, и имеются свои стандарты оказания медицинской помощи. Скажем так, не всегда возможно применить какой-то полет мысли, И как раз этот пробел восполняет такие уникальные клиники, как эта. Сейчас очень интересные доклады я послушала по ревматологии, по неврологии, и подумала, да, действительно, то, за что мы ратуем, эти 5П, они как раз-таки в работе этой клиники и показаны. Сегодня наша конференция посвящена 45-летию клиники. 45 лет – это же такая дата сейчас, если экстраполировать на возраст человека, 45 лет – это молодой возраст. Это молодой возраст, когда человек полон сил, когда перед ним стоят какие-то большие задачи, которые он должен решить. Я думаю, что то же самое можно отнести и к клинике. Они развиваются, причем развиваются на уровне развития всей медицины. Они идут рука об руку с ведущими учеными
России и всего мира. Я думаю, что у клиники и у Якутского научного центра очень огромный потенциал, конечно же. Поэтому я желаю им крепкого здоровья, желаю дальнейших успехов. И, конечно же, я думаю, что вот наша совместная работа, она будет продолжаться в будущем еще долгие годы. Очень рада, что меня пригласили на это юбилейное мероприятие, потому что на 25 лет больницы Якутского научного центра я была приглашена. Всегда с теплом и гордостью вспоминаю это лечебное учреждение, потому что все-таки много лет отдано этой работе. И сегодня вот я посмотрела 45-летний юбилей, замечательная дата, уже такое, знаете, взросление, основательное такое все. Поэтому замечательные доклады, с удовольствием слушала. Вот. Хотела бы от всей души пожелать всем сотрудникам этой замечательной больницы, которая с самого начала всегда заботилась о своих пациентах. Сейчас, конечно, круг пациентов намного расширился, потому что раньше был только прикрепленный контингент Академии наук. Сейчас обслуживаются полностью со всей республики пациенты. Поэтому мне бы хотелось пожелать замечательному коллективу, во-первых, такого творческого подхода, который у них сегодня я увидела. Потому что доклады все вот с научной точки зрения, да, они вообще все такие достаточно серьезные, да, и чувствуется, что люди с удовольствием и с ответственностью занимаются своей работой. Ну и самое главное – здоровье всему персоналу, нетрудных пациентов, если можно так сказать, да, вот. И самое главное, что бы я хотела им пожелать, чтобы все-таки их материальная база улучшилась, потому что иметь такой научный потенциал, да, и жить в приспособленном помещении, это, конечно, печально, но надеюсь, что все эти вопросы все-таки решатся. В завершении конференции участниками была принята резолюция с рекомендациями о проведении масштабных координированных мониторинговых мультидисциплинарных исследований среди населения арктической зоны с целью получения объективных данных адаптационных резервов организма человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды и предупреждения экологозависимых заболеваний, о создании межинститутских медико-биологических консорциумов и научно-образовательных центров по изучению состояния здоровья человека на Севере с привлечением зарубежных партнеров в целях снижения заболеваемости и смертности от социально значимых заболеваний.